Проект «Городские девчата» возвращается. Мы вновь проведем эксперимент, где 5 девушек, ничего не знающих о прелестях жизни на селе, окунутся в вихрь деревенских будней, чтобы продемонстрировать, на что они способны в непривычных для себя условиях. Впереди нас ждут 8 захватывающих выпусков. А пока что настало время поближе познакомиться с участницами нового сезона реалити-шоу «Городские девчата». Итак, первая участница Аина Федорова. Ей 28 лет. Зарабатывает на жизнь продюсированием блогеров. Девушка не замужем, детей нет. Из увлечений пение, танцы, создание фото и видеоконтента. Считает себя лидером, целеустремленной и справедливой. Из минусов упрямство, чрезмерное планирование и рассеянность. Очень боится высоты и змей, ассоциирует себя с дикой львицей, получает особое удовольствие от медитации и от преодоления своих страхов. В детстве хотела стать продавцом или учителем. Заветная мечта – стать известной актрисой. Я бросила тебе вызов. Сейчас я в таком немножко волнуюсь, но интересно, потому что я люблю все новое и пробовать. Следующая участница – Люция Игнатьева. В этом году ей исполнилось 29 лет. Предприниматель, нумеролог, автор трансформационной игры. Семейный статус – замужем, воспитывает 10-летнюю дочку. Увлекается блогингом, занимается в театральной студии. Кстати, является приятельницей предыдущей участницы Аины. Из своих положительных качеств она выделяет уверенность в себе, смелость, умение взять себя в руки при стрессовых ситуациях, уравновешенность и дисциплинированность. Есть у Люции и минусы – чувствительность и брезгливость. Фобии – лошади, высота, замкнутое пространство, скорость, вода и насекомые. Как и подруга Аина, ассоциирует себя с львицей. Детская мечта – стать богатой и возглавить какую-нибудь компанию. Сейчас ее заветные мечты – сыграть главную роль в фильме, переехать в частный дом, купить автомобиль и поехать отдыхать на курорт Ultra All Inclusive. Моя цель – это посмотреть вообще, на что я способна, испытать себя, вообще получить удовольствие, насладиться, познакомиться с людьми и, думаю, впечатление. Ох, Люция, впечатлений у тебя будет более чем достаточно. Ты даже не представляешь, что вас ожидает, ибо жизнь в деревне – штука непростая. Мы приготовили для участниц целый коктейль испытаний, который раскроет истинную суть каждой из них. Кто из них настоящий кремень, а кто привередливая городская львица. Доказать всем, что она не избалованная горожанка, решила следующая участница – Карина Иванова. Девушке 21 год. Сейчас она является студенткой Казанского Приволжского федерального университета. Ее специальность – конфликтология. Не замужем, детей нет. Увлечение Карины – изучение новых жанров литературы, татарского языка и культуры, базовое изучение программирования и веб-дизайна. В себе ценит терпеливость, толерантность, дружелюбие, отзывчивость. Из минусов – рассеянность и стеснительность. Боится собак, темноты и насекомых. Ассоциирует себя с овечкой. Получает 100% удовольствие, когда злых людей настигает карма. В детстве мечтала быть археологом, актрисой, певицей и полицейским. Сейчас мечтает о собственной недвижимости и бизнесе. Я ожидаю от проекта, главное, много эмоций. И хотела бы набрать больше опыта в таком, потому что я прям не жила в деревне. Последний раз я ездила в гости к родственникам 10 лет назад. И это будет для меня такой бесценный опыт. И вообще я уважаю тех людей, которые живут в деревне, потому что это прям непоколебимый труд, который может выполнить не каждый. Сразу видно, человек учится на конфликтолога и умеет выбирать правильные слова. Но помогут ли тебе, Карина, твои коммуникативные навыки при столкновении с суровыми сельскими реалиями? На легком настроении собирается в путь четвертая участница – Юлиана Антонова. В 24 года она является учителем начальных классов, параллельно получает образование психолога. Замужем 3 года, детей нет, но есть 2 кошки.
Коллекционирует очки, занимается растениеводством, вязанием, репетиторством. Ее сильные стороны – целеустремленность, дружелюбие и чувство юмора. Слабых сторон Юлианна у себя не видит. Считает, что может быть абсолютно разной и позволяет себе проявлять весь спектр эмоций. Девушка абсолютно нетерпима к неприятным запахам. По этой же причине не посещает общественные уличные туалеты, не держится за поручни в автобусах, с собой у нее всегда антисептик для обработки рук. Ассоциирует себя с китом. В детстве хотела стать космонавтом, а недавно сбылась ее заветная мечта – покупка автомобиля. Я вообще не приспособлена. Муж меня всегда называет итаняхом по-якутски. И потому что, если мы выезжаем даже куда-то на шашлыки, на природу, я просто... Нет, отвезите меня домой, в город, где есть душ, нормальная кухня и так далее. Поэтому для меня страшно все вообще. Ну, вообще-то я хочу доказать мужу, что я вообще-то не итанях, и что... Я вообще-то учительница, а мы можем все на самом деле сделать, поэтому... Я не знаю, мне одновременно очень волнительно и страшно, но в то же время я очень уверена в себе. И последняя участница, самая юная из всех, 20-летняя Эмилия Румянцева. Городская красавица учится на экономиста, занимается моделингом, участвует в конкурсах красоты. Семейное положение: не замужем, детей нет. Из сильных черт характера она выделяет доброту, храбрость, сдержанность, самоотверженность, аналитический склад ума и хитрость. Считает себя прямолинейной и избалованной. Девушка не боится экстремальных развлечений. В этом году она прыгнула с тарзанки со скалы в Дагестане. Тотемное животное Эмилии – гепард. С детства она мечтала о путешествиях, хотела быть стюардессой, так и сейчас планирует объездить весь мир и открывать для себя неизведанные места. От данного конкурса я жду новых впечатлений, эмоций и также испытать деревенскую жизнь. Ну что же, знакомство с участницами состоялось. Настало время раскрыть место проведения второго сезона реалити-шоу «Городские девчата». Мы решили держать в тайне это место и предоставить дамам шанс отгадать его. Я пыталась догадаться, пыталась представить, но решила, что пусть это будет сюрпризом. На самом деле так интереснее. Не понимаю вообще как, но нам сказали, что мы будем жить в каком-то нежилом, кажется, здании. От этого страшнее. Я не имею представления, но мне сказали, что там есть озеро, над ним песок, и я вот думаю, где это может быть. Возможно, это Татинский улус или же Мегина Кангалас. Я думаю, что мы где-то в районе будем Таты, Чурапчи, так как прошлый сезон был в Амге, и думаю, что в этом районе будет. Не знаю, я нигде не была, кроме Якутска, поэтому просто у меня нет вариантов вообще никаких. Но надеюсь, не 12 часов, как в прошлом сезоне мы будем ехать. Хотелось бы поменьше. Честно, я еще даже не представляла, потому что хочу, чтобы это место до конца осталось для меня загадкой. Автобус с нашими девчатами и съемочной группой двинулся по Вилюйскому тракту. Настроение участниц приподнятое. Девушки с волнением рассматривают мимо пролетающие пейзажи. Первая остановка – граница горного улуса. Согласно обычаям и традициям народа Саха, путники, впервые отправляющиеся в другой район, должны покормить землю сакральными оладушками, а затем повязать ритуальную веревку салама на дерево. Так как мы родом все из республики Саха в городе Якутск, у нас вообще принято так язычество и всегда кормить своих духов. И вот. Для моей семьи это не то чтобы обыденность, это скорее традиция. Каждый раз, когда мы выезжаем с семьей, неважно, на природу или куда-то за город, мы обязательно берем оладушки с собой, можем там ленточки и еще какую-нибудь еду, конфетки, там что-то. И меня мама всегда учила, надо всегда уважать природу, надо вот так вот делать. Поэтому я и знала, что мы, конечно, и не пропустим такую традицию, потому что мы так показываем свое уважение к природе. У меня муж Саха, поэтому
Раньше я вообще этого не делала, а вот как мы начали встречаться, поженились, я, конечно, и с ним, с его семьей мы постоянно, когда выезжаем на природу, мы постоянно это делаем. Кормим землю, вот эти ленточки привязываем, поэтому обычно. Автобус продолжает свое движение, и чем дальше от Якутска, тем менее комфортной становится поездка для наших девушек. Вскоре к ним присоединились настырные оводы. О да, дорогие дамы, путь по Вилюйскому тракту не всегда приносит удовольствие. Для тех, кто часто ездит в вилюйские группы районов, картина привычная, а вот вам, кажется, приходится несладко. День идет к концу, и девушки наконец прибывают в назначенное место. Дорога заняла почти 9 часов со всеми остановками. Нет, это здесь, походу. Блин, прям лицо снимает. Походу, да. Да? Мне страшно, да? Может, будем жить в новом доме, нет? А все стали же. А что все стали? Тут что? Нет, это деревня, да, какая-то или что? Это что вообще магазин? За хлебом приеду. А, да? Честно? Честно? Часов? Нет. Кажется, это правда. Я не понимаю, якутский, что они говорят. Ну что, девушки-красавицы, добро пожаловать на гостеприимную землю Вилюйского района. И здесь давайте поаплодируем друг другу. Добро пожаловать, девочки! Второй сезон реалити-шоу «Городские девчата» пройдет на экологически чистой ферме Луксугун в Жемконском наследии Вилюйского улуса. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота, табунным коневодством, свиноводством, переработкой сельхозпродукции, пчеловодством, птицеводством и агротуризмом. Возглавляет хозяйство индивидуальный предприниматель Сидор Ионов. Видно, что участницы устали с дороги. Городской лоск постепенно сходит на нет. Девушкам пора разместиться в домике и отдохнуть после первого, полного новых впечатлений дня. Ну что, городские девчата, пойдемте покажу, где вы будете жить в ближайшие дни. Так, ну что, девушки, ваша гостиница с номерами люкс в экоферме Люксугун. К вашему вниманию. Хочу отметить, девочки, что в отличие от участниц первого сезона, вы действительно живете в люксовых условиях. Добро пожаловать! Тут есть кровать. Девочки, это ваша кровать. И я думаю, вы видите главную разницу. Главная разница в чем? Во-первых, у вас есть раковина. Во-вторых, у вас есть кровать. В прошлом году кровати не было. Были просто доски. И в этом году у вас есть матрасы. Вот это ваша пища. У вас есть свет. В прошлом году у девочек даже лампочки не было. Потом в нашей доме. Так что радуйтесь. Так, кто какой занимает? Я вот заняла уже. Ладно, тогда... Ну, я могу... Девочки. Доля?
Я думала, что мы будем жить в какой-то заброшенной администрации. Я думала, что там будут обвалы. Я думала, что там будет страшно, но оказалось, у нас есть кровати. Хорошие кровати, односпальные, есть матрасы, есть раковины. Вообще ожидание сверх ожидания. Реально у нас люкс. Я возле входа сплю, у меня первый Я думала, что будет хотя бы магазин, хотя бы сеть. Но этого ничего нет, но я себя успокаиваю, что это ненадолго. Да, нужно загадать, типа, на новом месяце я замужем уже, мне не надо. Распределение кровати произошло, когда я заселилась на первом курсе в общагу в другом городе. Просто я зашла, увидела место, которое более-менее мне нравится, и сразу же села. То есть я не стала кричать: это мое, то мое. Нет, я просто села и поставила, грубо говоря, перед фактом. Место я выбрала у окна, и, как я потом заметила, с розетками. Это очень приятно, тоже меня удивило. Я сразу зашла и поставила свои сумки. И так я определилась, что здесь. Но у нас потом была там комната. Она освободилась, и там начался сыр-бор. Девочки начали: вот, я хочу в комнате, я хочу тут. И я им предложила сделать жеребьевку. Ну, так было бы справедливо. Но девочки что-то там замялись, и так и все у нас осталось, как было. Но я думаю, что мы решим этот вопрос. Для меня на самом деле не важно, где я буду спать. Для меня главное это уснуть, чтобы там было тепло и уютно. А там в комнате, не в комнате, для меня особо разницы не играет роли. Мы сейчас обустраиваемся. Конечно, есть такие девчачьи, как сказать, пробелы. Не проблемы, а пробелы. Но мы взрослые, поэтому решили. Мне очень понравилось. Я ожидала чего-то там, как было в первом сезоне. Какой-то там старый дом, и мы уже будем сами обживать все, сами все уют создавать. Но меня дом очень приятно удивил. Все готовое. Особенно кровати с матрасами меня удивили. И дом очень чистый, уютный. Я ожидала то, что мы приедем в какую-то, как бы это грубо не звучало, глухую деревню. Думала, мы будем ехать еще дольше, еще часа два, но все нормально, мы приехали. Я даже не успела опомниться, как уже все, мы приехали и уже начали переживаться тут. Ожидание сверх ожидания. Потому что я не была на собрании, но я смотрела первый выпуск, и мне девочки сказали, что мы будем жить в каком-то казенном здании, в котором проводится ремонт, работники и так далее. Все понравилось. Москитные сетки есть, кровати есть, матрасы есть, поэтому раковина есть прямо в комнате, поэтому просто шикарно. Частные дома для тебя это новинка или, в принципе, нормально? Новинка, не люблю, на самом деле не хочу. Для меня квартира моя стихия, и я еще раз повторяю, успокаиваю себя, что это ненадолго. Ну, как мы можем заметить, да, очень сильно отличается от первого сезона. У нас есть кровать, матрасы, очень светло, просторно, уютно. И даже можно посмотреть там беседки, да. Это просто, не знаю, талантливые руки делают. И вот. Конечно, тут еще предстоит много работы, да, но я думаю, что в дальнейшем эта турбаза обретет очень большие перспективы. Это сейчас участницы милые и пушистые, ведь они только в начале пути. Мы решили узнать у них, кто из участниц может представлять серьезную конкуренцию. Я, конечно, проанализировала, какие девочки. Девочки все молодые, но в плане соперничества пока еще не думала. Я устала, поэтому пока об этом не задумалась, но скажу одно, что девочки все энергичные, я думаю, они все ловкие, поэтому сопернический дух, спортивный дух, я думаю, будет сильный, потому что девочки все хваткие, все с характером, поэтому я думаю, будет прям, да, спортивная такая конкуренция будет. Ну, конечно, да, мы соперницы, прекрасно понимают тоже, но я думаю, что с Люцией будет такая прям борьба. Максимум, что я могу сказать о характеристиках, так это то, что девушки немного отличаются по возрасту. То есть среди нас вот участницы с 20 лет до 29. И это все, что я могу сказать о том, что я заметила между участницами.
Для меня сейчас, на данный период времени, я для себя не вижу конкурента. Вот. Ну, я не хочу говорить никого, но я даже не знаю. Спросите после хотя бы первого какого-то испытания. Первое Сейчас не знаю. Возможно, Аина. Возможно, но не знаю. Точно. А также, кто, по их мнению, является темной лошадкой. Интересный вопрос. Честно, я еще не сделала такой выбор и даже, так сказать, не собираюсь, потому что открытая борьба, она не для меня. Девочка маленькая, такая хрупкая, но это Карина, она очень сильная. Она кажется. Да. С первой встречи я прям была такого мнения уже о ней. И я ей об этом сказала. Да? И как Да. она восприняла? Нормально, потому что все взрослые люди. Я сказала, что не то, что вот темная лошадка, да, я сказала, что ты очень серьезная, кажешься на первый взгляд, вот, и то, что ты откроешься совсем другой стороны. Вот что я и сказала ей. Пора отдыхать. Девушки, вам нужно набраться сил, ведь впереди будет настоящая борьба за место под солнцем. А победительница получит главный приз телепроекта – 100 000 рублей. Смотрите в следующем выпуске.